Модератор и половина гостей выступают на английском. В онлайн президент Всемирного экономического форума. Главные спикеры – Рустам Минниханов, министр инновационного развития Узбекистана, руководители Татнефти и Сибирхолдинга. Это пленарная сессия международной конференции TCI. В 2015 году стратегию развития республики до 30 года мы заложили кластерный подход социально-экономического развития республики. Она базируется на таких кластерах, как нефтегазовый, химический комплекс, машиностроение, энергетики. Они создают запросы на инновации, внедрение научных разработок, кооперационные связи. Кластер значит объединение. Так, в связке компании и организации начинают работать над более крупными и глобальными проектами. В Татарстане есть ТАИФ, Татнефть, Сибур. Это наши ключевые партнеры. Сейчас в мире активно развивается именно государственно-частное партнерство. Хотя мы стоим на мировом перепутье, возникли проблемы, пандемия, климатические изменения. Нам нужно к ним адаптироваться. В качестве примера сегодня на конференции Татнефть рассказала о проекте углеродно-нейтрального поселка на 150 человек. В нем системы жизнеобеспечения будут работать на основе биотоплива, то есть из того, что растет рядом. Другой проект – биодобавки в топливо. Технология проходит испытания. Новая экономика, новые мотивирующие инструменты, которые применяются для того, чтобы люди быстрее осознавали и переходили к этой новой экономике. И часть из них это связано как раз с трансуглеродными налогами. О работе над снижением углеродного следа рассказал и председатель правления Сибирхолдинга Дмитрий Конов. Мы вместо того, чтобы покупать углеводородное сырье у двух крупных производителей по большим контрактам, мы работаем с 32 региональными операторами по обороту мусора, которым мы даем контракт на извлеченную из общего мусора отсортированную бутылку, которая поставляется нам. Это совершенно другая модель. На тему инновационной экономики выступил профильный министр Узбекистана. Сейчас в этой стране 60% населения моложе 30 лет. 18 миллионов трудоспособной молодежи, для которой нет рабочих мест. Поэтому здесь взялись за создание экосистемы стартапов, строительство университетов и создание технопарков. Нужно иметь целую экосистему, а не только проводить научные реформы. Мы определили для себя программу устойчивого развития. Задача – войти в топ-50 экономик мира. И главная миссия – развитие человеческого капитала. Завтра, в третий день конференции, участники разделятся на группы, и у каждой будет свое направление. Например, циркулярная экономика, кластеры и национальные и региональные стратегии. Результаты TCI в Казани будут подводиться в течение 3 лет, глядя на инвестиции в республику, количество туристов и эффект от налаженных контактов и связей в ходе конференции. Салават Мухаммадуллин, Алмазия Адинов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.